Здравствуйте, с вами программа «Лица, страницы, границы». И сегодня у нас в гостях талантливый музыкант, выпускник Кыргызско-Российского славянского университета и, наконец, победитель 10-го сезона шоу «Голос» Александр Волкодав. Көп кыялды көз алдыма илемин. Да еще сотню раз сбережет, наверное, не буди обман и судьбу свою. Вновь иду гулять без повода, в душе навек любимый мой Бишкек. Александр Волкодав, победитель суперпроекта «Голос». Саша, здравствуйте. Добрый день всем КРСУшникам, привет. Славянский, я давно Славянский, у вас не был. привет. Да. Как вам оказаться в стенах после... Просто Когда вы закончили? столько много классных воспоминаний. Вот закончила в 2012 году. Столько классных, много воспоминаний. Это студенческие годы, самое веселье, самое прям такое. И у меня еще с рок-н-роллом все это было. Потому что я успевал, в общем, играть в бенде. У меня свой бенд был, кавер уже на тот момент. И авторские песни я тоже писал. Мы выступали в клубах. Я занимался спортом активным и еще успевал учиться как-то. Мы ходили даже на эстет, я помню, это были танцы. Это было очень смешно, но прикольно. Поэтому воспоминания самые лучшие, атмосфера здесь такая дружелюбная царит. Вот зашел в студию, все ребята такие: вау, привет, там туда-сюда. То есть На улице вас узнают фанаты, я видела. КРСУ всегда был такой дружелюбный университет. Я не помню прям чего-то, каких-то таких грустных воспоминаний или чего-то плохого. Все бывало, конечно, и драки бывали, но так, чтобы вот прям только хорошее. Только клевое, поэтому у меня супер позитивное, заряженное настроение, готов поделиться со всеми. КРСУ, все, кто смотрит КРСУ, ТВ. Это классно, да, КРСУ Очень ТВ. рад, что появилось такое ТВ, в наше время такого не было. Ну, начнем вообще с зарождения вашей любви к музыке. Я знаю, что у вас достаточно такая музыкальная была семья. И я хочу спросить первым вопросом, помните ли вы вашу самую первую гитару? Да, я помню. Я ее откопал тогда в шкафу, она пылилась очень долго, я не знаю с каких времен. Это была еще бабушки моей гитара. Сколько вам было? Ой, ну, лет, наверное... Ну, нашел я ее, наверное, лет в 10, скорее всего. Такой старый шкаф, ну, вот это Советский Союз, все дела. Там стояла гитара, у нее уже гриф повело, она кривая, она толком не строила, но мне очень хотелось играть. И я выходил во двор, там ребята пели там Петлюру, там что-то такие, какие-то зоновские песни, мы такие все: вау, как это круто, Цой там начался, и я думаю, все, я влюбился в музыку, я хочу научиться играть на гитаре, я тоже хочу, чтобы там все хлопали, чтобы там девчонки обращали на меня внимание и все такое. Потому что у нас самые красивые девчонки встречались с парнями, которые круто играли на гитаре и пели. Тогда такое время было как-то душевно. Да и сейчас... Да, но сейчас больше время гаджетов, смартфонов, все в основном там, и знакомятся люди там. А мы знакомились как-то на улице, потому что я помню свой первый телефон, это был такой кирпич, Samsung EBGD90. У него было целых два варианта подсветки, желтая и зеленая. Вот настолько были продвинутые технологии, поэтому звук передавали по MIDI, играло примерно так, что-нибудь там, например, какое-то очень сжатое, вот так скомпрессированное, какое-то, потом какая-то фигня играла, в общем, на пианинке такая набранная. Вот такие были рингтоны, не то, что сейчас у каждого там хоть что орет из телефона. А тогда было вот такое время, и это прям романтика была. Так вот, у меня сейчас на рингтоне стоит вообще типовая мелодия, ничего не стоит, потому что, ну будет странно, если я, например, там поставлю какую-то свою песню, да, это, ну так, типа,
Но это все равно, что поставить на обои свою фотографию, да, наверное? Ну да, но это какой-то уже нарциссизм, такой самолюбование. Ну не, это прям, нет. Я в машине-то стесняюсь свои песни иногда включать, а хочется иногда, потому что, ну, нравятся же свои же песни. Если хочется, то надо. Не, было бы странно, если бы мне не нравились свои песни. Иногда хочется послушать, ты такой едешь где-то в пробке, врубаешь громко и смотришь по сторонам, думаешь, блин, а если он узнает меня, ну, а как бы часто узнают, ну, типа скажет, сидит свои песни слушает, такой самовлюбленный, ну, видишь, как бы. Так вот, возвращаясь к теме, первую гитару я взял в руки в 12 лет. Это вот была вот это вот брусочек дерева такой, который звучал так примерно, то есть это было очень стрёмно, очень сильно болели пальцы, просто невозможно, потому что струны были жесткие такие, все уже вот засаленные, знаешь, прям вот от времени такие. И вот ты играешь, у тебя такие мозолищи, ну потому что ты же не умеешь, зажимаешь сильно, там все, рука зажимается, все болит. В общем, поиграешь, тут мозоли от того, что перебор, здесь мозоли от того, что ты все стер себе. Потом не можешь 2-3 дня играть, снова играешь, но зато энтузиазм хлестал. Когда ты что-то делаешь и с трудностями это дается, это прям вдвойне, ты такой, вау, я аккорд зажал. Вот ну, такие эмоции были. Я помню, мы ходили, а старшики, они не давали нам аккорды, они такие типа, нет, типа, ну знаешь, как это, корону-то передавать, вдруг кто подсидит. И они такие, типа, слушайте, там, ну, они сидят, играют, и ты стоишь вот так, и не слушаешь, что он поет, а ты смотришь, какой палец на какой струне примерно, а они еще делали. Ютуба-то не было, да? Вот так, понимаешь, как бы, да, тогда Guitar Lesson тоже не вобьешь в YouTube, чтобы там сразу песни и разбор. Вот это еще сидят, болтают специально, чтобы ты ничего не понял, ты такой... Вот это вот, знаешь, ловишь, потом такой, приходишь домой, тетрадку берешь, рисуешь вот так странички, такой, первый палец там кружочком обводишь на таком ладу, второй на таком, зажимаешь, неудобно, понимаешь, что не то, что-то я неправильно, ладно, в следующий раз через посмотрю. Через терник звездам. А можешь вот эту песню сыграть? Он такой, конечно, все, начинает играть, в общем, ну, это было такое прикольное время песен, знаешь, таких типа... Голуби летят над нашей зоной, и ты такой, вау. Родители когда-нибудь говорили, что, ну, когда уже к университетским годам, что музыка это несерьезно, нужна профессия? Да, конечно. Несмотря на то, что папа у меня сам не состоявшийся музыкант, он баянист, он учился в училище, потом ушел, занялся там бизнесом. Ну, вообще в 90-е люди как-то так несерьезно к музыке относились, потому что это переломное время было. И люди понимали, что надо деньги зарабатывать, становление, все в бизнес ударились. И тогда как бы, ну, особо на музыку каких-то надежд ни у кого не было. Все были реалистами, и люди понимали, что для того, чтобы прокормить семью, надо деньги зарабатывать, а не песни петь под гитару. Поэтому, ну, мне, конечно, сказали, так, ты там, если хочешь, занимайся, вот у тебя пусть будет хобби, но ты там, вот меня отдали в 61-ю школу, я, значит, учился в 61-й школе, параллельно там что-то бряцал. Потом я поступил в Славянский. Конечно же, куда же я еще мог после 61-й школы поступить? Во-первых, я сдавал тогда УРТ, вот это тестирование, и я набрал, мне 7 баллов не хватило до золотого сертификата. Ух ты! То есть 61-й низкий поклон. Вообще сомнений нет, нареканий никаких нет. То есть они дают реально знания, и причем они так их дают, что, в принципе, мне первые 2 курса в Славянском было довольно легко учиться, несмотря на то, что инженера-механика. Да, я поступил на факультет, да, динамика и прочность машин по специальности инженер-механик. То есть это очень сложная профессия. Там сплошной сопромат, сплошная теоретическая механика. Кстати, привет Марии Анатольевне. В общем, это, ну, такое прям все вот про пластичность, знаешь, вот сложно. Говорят же, сопромат сдал, можешь жениться, но у меня с сопроматом никогда проблем не было, поэтому, к сожалению, покойный Рудаев Яков Сакович вкладывал нам классные знания, он еще сам по себе был такой КВНщик, и он очень классно вел лекции и практику, в принципе. Он мне, когда я окончил уже Славянский, он мне предложил преподавать сопромат в Славяне. Ну, я немного... Каково вообще было сразу? Я попреподавал заочником, параллельно с тем, как я заканчивал. Вот уже у нас же было 6 лет, не как у всех. У нас, ну, 5,5, грубо говоря, 6.
То есть, и вот на последние вот эти полгода, практика уже перед дипломной работой, все дела, я вот преподавал заочником, я понял, что это вообще не мое, потому что, ну, как бы, во-первых, мне было неинтересно. То есть я приходил, заочники, там сидят взрослые дядьки, тетки, там 55 лет, на меня смотрят глазами, общаются со мной на «вы», мне было странно, там, Александр Сергеевич, там, скажите туда-сюда, а я там, что, салага. Да и как можно вообще преподавать и совмещать с выступлениями? Я в клубах все время играл, и я ложился спать, не знаю, там, ну, в 3-4 утра, блин, а бывало и в 5, и потом надо вставать, ну, и, то есть это нереально физически, там можно загнуться просто. Поэтому я понял, что нет. Ну вот, кстати, про такие специальности и про то, что в то же время играть, заниматься творчеством. Наша новая красушная группа «Беломор», я, да, познакомила вас так виртуально с ними перед интервью. Меня познакомили за кадром, поставили эту команду. Что могу сказать? Клево, что это все возрождается. Из советов я там за кулисами рассказал, могу посоветовать там своего педагога по вокалу. Но клево, что ребята горят, что они что-то делают. Я видел там какое-то предновогоднее выступление, там зал очень тепло принимает, ребята себя рок-звездами чувствуют. Клево. Пусть развиваются, пусть это все в массы Вайб идет. почувствовали? Пусть они кого-то тоже вдохновляют, да, и, ну, смотрится, вот вокалист, там, басист, прикольные такие прям какие-то... Органично. Да, такие прям рок-звезды, короче. Прикольные ребята, поэтому если все сыграются, если все будут учиться, заниматься, мне кажется, из этого выйдет что-то клевое. Вот. А раз это уже нравится людям, ну, как бы... Тут главное, чтобы кавер не поглотил. Если они что-то еще будут свое создавать, мне кажется, это будет более уникальным. Поэтому я желаю ребятам творчества. За рекламу потом забашляйте мне. Надо всегда поддерживать молодежь. Я тоже сразу не супер прям пел. Я тоже не играл как бог на гитаре. И я выходил, первое выступление, у меня губы вот так тряслись в клуб. Еще и вот это вот мне напомнило, знаешь, что я выходил на сцену рок-бара «Цепелин» первый раз. 9, значит, марта, 9 марта, все после 8 в каких-то шариках, а мы такие пришли, и мы же такие, вот, мы рок-н-ролл, там все дела, и вот эти шарики, и ты такой не понимаешь, что происходит, зачем ты здесь, что вообще сейчас будет, начинаешь играть, все не ладится, там аккорды мимо, там поешь мимо кассы, но потом вот я помню четко, что где-то 3-я песня, и людям просто понравилось, они начали отдачу, начали поддерживать. И мы такие раз что-то подсобрались, что-то в руки себя взяли, так раз, какой-то монолит. Да, я не знаю, я не помню, если бы кто-то показал мне первое выступление, может, я бы сам посмеялся, да? Но это клево же, это же опыт. И круто, когда человек со временем развивается. Если он сразу выходит, сразу такой весь из себя крутой, а дальше что тогда, чем удивлять? Саша, а вы в переходах когда-нибудь пели? Да, каково было? Это как раз 12-13 лет. Вот когда нету аудитории такой, которая поддержать может. Почему же? Люди, проходящие мимо, когда они слышат, что кто-то поет довольно неплохо и с душой, главное с душой на самом деле, потому что людей трогает вот это внутреннее наполнение, вот это... Неважно, как ты там в ноты супер попадаешь, если ты горишь, ты заражаешь вот атмосферой самой. И поэтому многие заморачиваются на эту тему. И у меня был такой даже период. Я после «Голоса» вышел и думал, все, надо мне там круче всех петь, теперь доказать всем, что я действительно... Да нет, вообще надо расслабиться. Все, что надо, я уже доказал. И себе, и людям. Поэтому я сейчас просто кайфую от музыки, и мне абсолютно там пофиг, что где. На концертах бывает всякое. А когда ты стоишь в переходе, бывает вдвойне всякое. Потому что, во-первых, ты тогда... Я был самоучкой, я не умел петь. Будем честными, я был самоучкой, мы пели песни просто, которые нам нравились. Гитара то выше строит, то ниже, там непонятно строй, но мы никогда не парились, это высокая нота, какая это нота, что вот эта нота, ой, не дай бог ее не взять или еще что-то. Ты просто стоишь и поешь от души, взял, не взял. Ну, то есть, как бы, это же не какое-то выступление в филармонии, где сидят жюри и тебя оценивают. Поэтому люди, проходящие мимо, останавливались, там, бросали какие-то деньги. Ну, тогда это называлось на что тратили потом? Поляна. Ну, мы там распиливали, и было хотя бы на что съесть какой-нибудь гамбургер, когда он стоил 20 сом или 15, не помню. Блин, такие вкусные гамбургеры были. Сейчас такого нет, к сожалению.
И вот у тебя остается там 5 сом на маршрутку, и 20 сом, допустим, ты там заработал. Там. Ну, были у нас постарше, те, которые, ребят, там уже 18-20 лет. Они, конечно, львиную долю себе забирали, а нам там что-то раздавали. Ну и тут, как бы, тоже часть истории, это прикольно. Это прикольно. К шоу «Голос» так медленно, наверное, подойдем. Такой вывод. Год прошел? Да. Ну, год спустя, вот таким, знаете, уже таким трезвым, остывшим взглядом, что дало это шоу и чему научило главному? Дало все, потому что до этого в моей жизни такого не происходило. Будем честными, была какая-то известность, была какая-то там популярность, были разные выступления, от там президентских до клубов, да, но вот это ощущение, то, что дарит голос, это такая мечта каждого, наверное. То есть, когда тебя смотрят миллионы, то есть голос, даже вон наш президент Садыр Джапаров в своей страничке Facebook, когда поздравлял меня, он писал, голос посмотрело более 300 миллионов человек. То есть 300 миллионов. Вот тебя посмотрела из них какая-то часть или все 300 миллионов, да? Ну, это же очень круто. Это очень круто. И ты не совсем понимаешь, как так можно вот выйти и за секунду стать самым там, не знаю, просматриваемым, да? Это очень круто. И голос, вот мне лично что дал? Он мне дал темп благодаря моей наставнице, ну, точнее сказать, ее маме. То есть Светлана Геннадьевна Ханова, это мама Пелагеи, она же продюсер группы и художественный руководитель. И вот она прям из меня соки выжимала, и она мне не давала расслабиться. Я думал, что я приехал такой весь подготовленный, я такой вот это смогу туда-сюда. И я понял, что столько надо работать. Это, ну, я хочу, чтобы просто, вот если ребята это посмотрят, вот пусть они в себя поверят, все возможно. И для меня самое ценное, что я унес еще оттуда, это то, что я дал людям какую-то надежду. Понимаешь, люди радовались моему выступлению, как они сами говорили, я цитирую только, больше, чем чемпионату мира по футболу, да? Почему? Потому что все думали, ну как так, ну не отдадут там Кыргызстану, да, никогда наш никто там не выигрывал, не выиграет и так далее. Потом, послевкусие было какое, что он смог, и я смогу. Это круче всего, когда ты понимаешь, что ты не просто там что-то выиграл или еще что-то, а когда тебя посмотрели миллионы и вдохновились, и поняли, что, блин, там ни бабло решает, ни какие-то связи, ничего, а именно делаешь, стараешься, тебе чуть помогли, там, поддержали, в тебя поверили, но в меня бы никогда не поверили, если бы я не старался. А я сразу сказал, я там готов все. Вот вы сказали про то, что кыргызстанцы смотрели, и главное, что они поняли, что если он смог, то я смогу. Круто. Влад Зотов, которого называют вашим последователем. Прикольно. Да, последователь. Последователь, который сейчас в 11-м сезоне шоу «Голос». Вы знакомы? Как вообще вы к нему? Ну, мы познакомились, я брал у него интервью после того, как он прошел слепые прослушивания. Вот он сказал, что он там тоже парень из Бишкека, туда-сюда. Ну, я зашел, правда, к нему на страничку, я так понял, что он уже какое-то время живет в Москве. А он еще выпускник КРСУ, кстати, по совместительству. Круто. Ну, короче, Влад, вперед. Я буду только рад, если кто-то сможет покорить снова. Да круто же будет. Звездные просто выпускники какие-то в КРСУ. Да. Желтая пресса, да. Российская, да. Потому что у нас таких желтушников нет. Вы как вообще Любит относитесь? Меня желтая пресса. Я заметила, да, я проштудировала ленту. Нет, так клево. Там старцев. Они за мной следят. И... Вы считаете, что черный пиар тоже классный пиар? Да, конечно, если о тебе говорят, то значит ты интересен. Если о тебе ничего не говорят, значит ты вообще никому не интересен. А какая новость такая фейковая вас больше всего поразила? Ой, ну много чего там было разного, некрасивого. Ну давайте рассмешила прям. Рассмешила? Ой, слушай, ну, блин. Вот что я сменил, например, профессию, что я стал репортером. Из последнего. Я приехал на «Голос», меня позвали
брать интервью как раз у тех, кто прошел. Вот сейчас я полечу на интервью на финал, и люди пишут там, типа, Александр Волкодав сменил профессию, он стал репортером на Первом канале, там что-то. Да прикольно, пусть пишут. Пусть пишут, что хотят, пусть вообще без разницы. Я даже читал, самое смешное, что у меня там другой цвет глаз, что у меня другой там рост, что-то там, ну, много разных каких-то таких выдуманных моментов обо мне. Я такой, да, я вот такой. Как интересно. Вы поете также на кыргызском? Да. Это супер вообще. Как вы к этому пришли? И было ли сложно? Мне стало интересно, я подумал, почему бы не записать песню там на кыргызском языке. Первым экспериментом было это то, что я там пел в кабаках, в ресторанах, там, вплоть до кызыл-ырык. Это было очень смешно. Класс. Прикольно. Ну, потому что ты такой выходишь, знаешь, на серьезных щах, там что-то раскачиваешь фирмовой музыкой, и сидят там ребята, все, а ты такой... короче, они такие просто в афиге, все просыпаются, те, кто пили, трезвеют, они такие, что? А ты такой, давай, типа, подпевайте, что не знаете слова, короче. Ну, то есть это было с юмором так подано все, с какой-то самоиронией туда-сюда. Ну, люди, им было прикольно прям. Ну, аудитория, как я знаю, прям так добродушно восприняла песню на кыргызском языке, особенно песню «Бишкек». Да. И вот мне хочется спросить, она в двух вариантах есть, на русском и кыргызском. Как она родилась? Родилась она просто от чистого сердца. Я сидел, наигрывал на гитаре. Мне пришла строчка «По улицам родного города я вновь иду гулять без повода». Здесь она родилась, в Кыргызстане? Она родилась, можно сказать, зачаток был здесь, но написал я ее, когда уже... летать начал в Москву, то есть на кастинге, вот это все. И когда ты сидишь была немножко... тоска Да, по дому? ну, я не скажу, что это прям вот какая-то тоска, но реально, когда ты отрываешься от какого-то своего родного места, все равно ты начинаешь о нем очень много думать. И ты сравниваешь, ты ходишь по улицам, видишь людей, там сравниваешь с теми людьми, которые здесь у нас живут, еду, там, погодные условия, то, что гор нет, еще какие-то моменты. То есть это какие-то флешбеки, и они всплывают не специально, а невольно. И я написал об этом песню, я написал, что в душе всегда маленький Бишкек, потому что я здесь родился и вырос. И где бы мы ни были, все равно невозможно это выкинуть из истории, невозможно это забыть, перевернуть просто страницу, я теперь вот там живу или еще что-то. Нет, это всегда будет здесь. Потому что здесь было самое начало, самое лучшее, самое такое родное, близкое и все остальное. Любимое место в городе у вас есть? Такое место силы? Место силы. Если говорить глобально, по-серьезному, то, конечно, Иссык-Куль. Потому что это всегда было таким праздником. Приезжаешь на озеро, вот эта вот атмосфера, там воздух как... где-то, как тебе казалось, на море, там еще что-то. Мне кажется, уникально мы в этом плане, что можем там проехать, не лететь никуда, а 20,5 часа, там 3, и ты на берегу очень крутого озера Иссык-Куль. Вы в ваших интервью говорили, что работаете, живете в Москве, потому что это город возможностей, и, конечно, любите Бишкек как родной дом, но пока наша страна не может дать конкретно таких возможностей в вашей сфере. Как вы считаете, что можно было бы сделать для музыкальной индустрии в Кыргызстане, чтобы ее так на ноги поставить? А что сделать? Наверное, это лучше задавать вопросы какие-то вышестоящим органам власти, которые могут что-то действительно в глобальном поменять. Вопросы от студентов, которые задали вам. Так, совсем кратко пробежимся. Понимаю, что вы эти вопросы вам уже задавали много раз. В общем, спрашивают, на какие оценки вы учились. Ой, по-разному. Я в КРСУ. Профильные предметы я все старался сдавать на 5, потому что мне нужен был красный диплом. Я такой думаю, школу я закончил, там типа с тройками, да, универ я отблагодарю своих родителей. Чтобы родителям показать? Да, во-первых, я учился на бюджете, я старался не вылететь с бюджета, чтобы мои родители не вкладывали ни копейки в мое образование.
Потому что это сложно вывозить, вот это все, контракты платить, все. Я не хотел обременять своих родителей. Вот я помню, я философию сдавал, там вообще скрипя душой, я не мог это все прочитать. Мне это вообще было особо так неинтересно на тот момент, это было очень смешно, но там был клевый препод, и я не помню его имя и фамилию, но он такой говорит, ну не знаете, да, я такой, не знаю. В общем, ну расскажите, что знаете. Я ему там что-то там рассказал, как-то корявенько, криво, он такой своему ассистенту говорит, ну 4 поставим, да? Он такой, я такой смотрю на него, думаю, только скажи нет. Думаю, ну ты же тоже студент, ну блин. Ну он такой, ну да, я думаю, все. То есть мне нельзя было иметь тройки для того, чтобы получить красный диплом. Все. Следующий вопрос из студентов. Хотелось бы узнать, какие эмоции были у Александра после победы на шоу «Голос». Ну, я немножко начну отвечать за вас. Ребята, это лучше посмотреть, это лучше, конечно, увидеть. А теперь про внутренние чувства. Ну, первое. Это полное отсутствие тебя в тебе. Это странно объяснить. Душа покинула тяжело объяснить. тело. То есть ты такой стоишь и типа... Что? Ну, то есть ты так долго там мечтал об этом, ждал, а в какие-то моменты даже ты не представлял это или не ждал. Вера, она приходит вот постепенно, с каждым этапом, с каждым все больше и больше веришь, больше веришь. Где-то там уже, ну, все колеблется, знаешь, где-то около 50%. Потому что ты хочешь оставить себе шанс того, что если ты вдруг это не получишь, чтобы сильно прям не расстроиться, не разочароваться. Но прям к финалу я вот заряжен уже был. Мне там говорили, да, не выиграешь ты там туда-сюда, вот такая фигня пошла, понимаешь? А тяжело, когда ты стараешься, и тебе говорят, да ты не выиграешь. Блин, елки-палки, ну как так? Тяжело. И мне приходилось, типа, я думаю, да я назло вам все выиграю, блин. Какая-то мотивация, и ты такой, в тебя не верят, ты такой, да, я сам в себя верю, и все. Ну, ты, конечно, стоишь, самые сложные были 5 минут последние, вот это вот рекламный блок, ты стоишь, ждешь решения, и ты такой, у тебя вот это все... А может, не суждено, может, там что-то, может быть, где-то как-то. Но я стоял на цифре 1, а Алишер стоял на цифре 2. И случайно? Думаю, да, ну то есть разметка такая была. Я вышел и встал сюда, он встал сюда. И я такой думаю, хоть бы это было знаком каким-то, предзнаменованием, все, я там стою, молюсь, значит. Потом уже помолился, уже стою, думаю, да и пофиг, блин, как бы второе место тоже ништяк. Как бы все-таки, ну, суперфинал, туда-сюда, я думаю, все, я же уже, да, и думаю, что я вообще напрягаюсь тут. Александр Волкодав, и я такой, что, куда-то побежал, запрыгнул на Алишера, вообще, короче, такой невменько полный. И, ну, конечно, это счастье, потому что такое счастье с пустотой. Это, ну, на данный момент самые, наверное, такие яркие вот с моим творчеством связанные воспоминания, потому что такого у меня не было, это сказка просто. Это очень круто. Следующий вопрос. Какие советы вы бы дали начинающим? Совет простой, на самом деле. Любите заниматься? Надо очень много заниматься. Меньше заниматься ерундой, убирать не нужно. Это очень сложно. Ограничивать себя в кайфушках — это очень сложно. Но если у вас есть конкретная цель, надо идти к ней и очень много заниматься вокалом, очень много работать над собой, проработать свой образ, хорошо подобрать репертуар. Это все большая-большая такая кропотливая работа. И то есть как бы я понимал, что я пришел туда, но я чего-то не доделал. И мне приходилось это все доделывать. Поэтому если вы хотите подготовленными прийти, надо все это делать заранее. Тогда вам будет проще. Хотя у каждого свой путь. Может быть, кто-то его повторит так же, как и я. Вопрос. Как вы оцениваете музыкальную индустрию сегодня? Какие изменения в ней произошли за последнее время и как они повлияли на вашу карьеру? Ну, конкретно в Кыргызстане. Мы об этом немножко уже поговорили, конечно. Ну, на самом деле, я говорю, музыкальная индустрия немножко расширилась за счет того, что интернет дал всем свободу. Это круто. В том числе благодаря интернету меня смогли очень много людей посмотреть в YouTube и так далее. Но хорошо, слава богу, что я загрузил часть роликов к себе, те, которые не забанили, потому что сейчас из-за ограничений, там, санкций, российский шоу «Голос»
ну, мы не можем, например, посмотреть. Поэтому заходите смело ко мне на страничку, все кроме финала там есть. Сейчас можно посмотреть, выведем, вдохновиться, да, почему нет, и ну, увидеть воочию, как это все происходило, шаг за шагом. Я когда готовилась к интервью, посмотрела, ну, я и раньше видела кусочки, видела сам финал, но тут я посмотрела все выступления, практически штук 6 точно, с голоса, и вот это Prairie Woman меня задело, прям вот я пересматривала раз 6 и не переслушивала конкретно, потому что было 4 часа ночи, громко нельзя было слушать, а вот пересматривала, и меня зацепило, что вы... Куча софитов на вас светит, куча людей там, кто-то подпевает, подыгрывает, смотрят на вас миллионы камеры, да, ездят, а вы кайфуете от того, что вы делаете. Вот, безусловно, в этой песне. И на самом деле это, ну, как мне кажется, очень сложно и даже для кого-то невозможно. Вот скажите, как у вас получается вот в какой-то момент отключить голову, страх и просто в такой важный момент кайфануть себя с того, что ты делаешь? Я объясню, да, я тоже анализировал это все, когда проходили этапы. Ну, во-первых, я такой и есть. Если я выхожу на сцену, я кайфую. Почему? Потому что я отдаю что-то зрителю и жду в ответ от него. И я привык дарить людям, точнее, настроение. Это было связано там с многими корпоративами, свадьбами, какими-то площадками, которые, казалось бы, вообще неподъемные. Мне удавалось как-то их растанцевать, расшевелить, чем-то заинтересовать. Пусть кого-то лирическая песня, кого-то танцевальная. Но, ты знаешь, я загонялся долго и думал, как же мне вот прям вот так вот сделать все, да. И я, в общем, стою перед выходом и думаю... Наверное, я просто представлю. Конкретно перед этой песней? Да, вообще, в последующих это можно увидеть. Что все эти люди реально пришли ко мне на выступление. Не какое-то там жюри, не что меня оценивают, не что меня смотрят миллионы. Я думаю, если я буду смотреться как какой-то испугавшийся суслик на такой песне, игровой, это будет прям стрёмно, это будет проигрыш, это провал будет. Песня на самом деле регистрово очень сложная. Она слушается просто, но там скачки большие. От фальцета до низа с расщепления на простой, то есть вокал. Ну то есть там очень много игры, что в песне. Мы поменяли тональность, мы переделали аранжировку, там как бы, ну... Появились в ней другие нотки, другое звучание. Если послушать оригинал, он совсем другой. Но тут именно вот эта игра должна была быть. И я должен был донести до каждой девушки, сидящей там и в экране, что я пою именно ей. Я это представлял, действительно, я думал, ну почему нет? Ну, может, все они реально пришли на меня. Может, они меня вот прям любят все. Надо же кайфануть тогда от этого, надо выйти и просто выдать. И я вышел и выдал, и все. Я просто расслабился, я танцевал, как я хотел, это я еще там немножко сдерживался. Было видно, как да, клево, потому что вот он и есть рок-н-ролл в этом всем. Вот эта легкость, когда тебе пофиг, что о тебе подумают, когда тебе пофиг, кто тебя сидит, оценивает, компетентное жюри, некомпетентное, там камеры, софиты, свет. Блин, у меня не было шанса на второй раз, скажем так, выйти. Я думал, каждый раз, когда я выходил, самое главное, как я себя настраивался, я выйду как в последний раз. Пусть это будет, допустим, там, если так получится и сложатся звезды и не судьба, ну хотя бы я уйду не с сожалением каким-то, а с ощущением того, что я реально выложился. Пусть я в эту песню все свои вокальные силы вложил, все свое, там, не знаю, танцевальное какое-то мастерство, какую-то актерскую игру. Без актерства же тоже невозможно. Ты должен отыграть, ты должен поверить. А для этого я представлял какие-то картинки в голове, которые, ну, я же там пою, там что-то изображаю, там часы, там туда-сюда, подыгрываю. Это немного актерской игры, немного вокала, очень много какой-то работы предварительной, поэтому, ну, кайфуйте просто от того, что вы делаете, и все это почувствуют, и все, и вот эта легкость придет. Потому что если думать о том, как я сейчас классно возьму вот эту ноту, или как я вот это сейчас сделаю, как сейчас мне надо повернуть ногу, тут мне надо вот это, нет, все это должно быть либо отработано очень классно,
либо это в моменте должно происходить так, как тебя ведет твое тело. Все. Главный секрет. Друзья, у нас в гостях был Александр Волкодав, программа «Лица, страницы, границы». В общем, главный инсайт – верьте в себя, никого не слушайте и идите туда, куда Зовет ваше сердце. Да. До новых встреч, всем пока.